Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Заблокирован наш аккаунт PayPal. Это первая и очень неприятная новость. Нам временно дала аккаунт PayPal Зейнаб, о которой я не раз упоминала. Она тоже спасает якутских. Ниже под видео в описании будет указан адрес нашего временного аккаунта PayPal. Обратите, пожалуйста, внимание. Новый PayPal будет через пару недель. Сегодняшний выпуск посвящен тем, кому требуется помощь прямо сейчас. Это кадры из Якутска. Их много, и надо иметь крепкие нервы, чтобы это смотреть и видеть. Капканы, петли. Но вот новый способ истребления. Очень ядовитое вещество распыляют по городу. Достаточно понюхать. И мучительная смерть. Собаки гибнут ежедневно. Страшно то, что большинство начинают к этому привыкать. Вот такие раны от расставленных по городу ловушек. Живодерам все разрешено, а нормальным людям приходится спасать тайком. Вот эта собака, которая была с гвоздями. Вот она, 5026 у нее номер. Вот она. Очень красивая собака. Вот малыш, уже порван сородичами. Кровь из уха. Живот тоже порван. Запах крови не оставляет шанса слабым. В тесном вольере таких рвут в 5 минут. Этому хвостику повезло. Мимо проходил человек, вытащил и отсадил на цепь в будку. А далее вопрос, спасаем его, будем забирать или нет. Маленький мой, маленький такой хороший. Да, и заберу тебя, мой хороший такой. Да, конечно, обязательно. Мой маленький такой, маленький. Вот такой подросток неистово просился к человеку. Он как будто почувствовал, что от этого проходящего мимо волонтера зависит его судьба. Он и так, и эдак мордочку просовывал. Мне скинули это видео, когда у нас было 5 утра, и я спала. И я тоже этот момент почувствовала, проснулась, просмотрела, приняла решение забирать. Так, этот мальчишка оказался на моем кураторстве. А назвали его Тимур. Ты моя красавица, ты моя красавица, ты моя красавица. Сейчас пойдем. Ой, такая нежная собака. Ай, довольная морда, да? Все вольеры обошел, все будки.
как вы думаете, друзья, что бывает вот с такими слабыми, боязливыми собаками, забившимися в угол или под будку, когда вокруг столько сильных сородичей? Я думаю, вы догадались. Я насобирала, я наспасала много таких. И много таких еще ожидают самолета. Правильно ли я сделала? У меня возникают вопросы, сомнения. До сегодняшнего дня я считала, что да, правильно, если мы с вами вместе, то все осилим. А сегодня ощущение, что я остаюсь одна, и на меня будут лить грязь, которые даже не поняли, что такое якутская тема, не поняли до такой степени, что, напугавшись, сдулись, оклеветав все и всех, кто в многолетней схватке за жизнь несчастных боролся ежедневно. А теперь у меня вопрос. Дальше мне спасать единично, точечно, разово и как придется. И всех, кого показываем в ролике, оставить там долго не живут, и вы это знаете. Чтобы спасать вот таких, надо принимать решение в 5 минут. Если спасать, я должна понимать, что спасаю не одна, что спасаем мы с вами вместе, с вашей помощью. Если я остаюсь одна с огромным количеством животных, то я даю себе отчет, что больше я не тяну и должна остановиться. И вот такие раненые должны идти назад. У них нет другого пути. Вот Лариса, наша собачка, которую били, не добили. А вот ее привезли сюда. Видите, вся покусанная. Яй-яй-яй, посмотри, где собака. Ай-яй-яй-яй. Иди сюда, забей меня. Будку видишь? Смотри, морду. Вон там, между. Нет, здесь не увидишь. Здесь. О, да. Нет, загнали. Загнали, она вообще живая, нет? Не факт, что живая вообще. Надо Розу позвать. Вот еще одна семейка, троица, с надеждой смотрит на человека. Беременная собака, ее муж и сын от предыдущего помета. Что их ожидает? Мы все понимаем. Дни их сочтены. Мы показали вам далеко не многих из тех, кто отчаянно борется за жизнь. Кто, если не мы, поможет бедолагам? Будут ли они живы завтра? Я от всего сердца благодарю всех, кто поддерживает дело спасения.